Лондон для меня это город возможностей. Казахи, они здесь пришли не баллу гонять, проходил различные интервью, множество компаний. У нас есть коллеги, которые работают в Нью-Йорке, есть которые в Индии. При поиске работы за рубежом не думать, что я самый умный человек в комнате. Говорят то, что искусственный интеллект может заменить айтишников, может заменить работу белых воротничков. Снова создавать круг общения, знакомиться с людьми. По большей части казахи — это надежные люди. Швейцарский банк, который здесь расположен, в Лондоне, он меня и пригласил на работу сюда. Этот город является центром притяжения многих талантов. Каково быть казахом в Лондоне? Давайте отвечу на этот вопрос. Многие люди, вот с кем я общаюсь, мои коллеги или люди, с которыми я хожу в спортзал, они не знали про Казахстан. Большинство из них. Для них есть какая-то ассоциация, то, что это еще одна страна, вот с этим суффиксом «стан». Афганистан, Пакистан, Таджикистан. И, конечно, первое впечатление это неприятное, было, то, что не так много людей знает про нашу страну. Но это, наоборот, я воспринимаю с позитивной стороны. Это означает то, что у ребят, которые сюда приехали, у нас есть возможность создать вот такой бренд нашей страны и показать Казахстан только с лучшей стороны. Каково быть казахом, это означает, как у нас уже в крови есть, мы кочевой народ и готовы переезжать, готовы быть легкими на подъем к новым возможностям. Так что я думаю, это наоборот только на плюс. Также думаю, что из-за того, что Казахстан находится так далеко, и туда я не так часто приезжаю, стараюсь хотя бы 2 раза в год, но это все равно, казалось бы, недостаточно, но из-за того, что работа, отпускные, получается так. Когда я приезжаю туда, я чувствую, что я ценю это время, которое я провожу с родными, с родителями, с братьями. И это, скорее всего, не то, каково быть именно казахом, это каково быть человеком, который живет вдали от родины. Ты больше ценишь эти моменты, когда находишься именно рядом физически со своими близкими людьми. Немногие знают про казахов здесь, в Великобритании. Этот бренд нашей страны, он только еще формируется. Но с теми людьми, которые имели уже какой-то опыт общения с нашими соотечественниками, они имеют только положительный образ, положительное впечатление. Казахи, которые сюда приезжают, они готовы работать, они готовы достигать, покорять новые высоты. И местные работодатели, сотрудники, они это все видят, то, что казахи, они здесь пришли не баллу гонять, они сюда пришли тоже свое имя создавать, и чтобы потом уже строить, большое уже будущее для нашей страны. Так что люди, которые знают казахов, они уже позитивно о них отзываются. Они знают, что по большей части казахи — это надежные люди, люди, которые гостеприимные, те, которые заходили в гости к казахам, или если казах пригласил кого-то в ресторан, он обычно предложит, тоже, давай, за тебя тоже заплачу, в таком направлении. Это показывает тоже гостеприимство и то, что у нас ценят эти отношения человеческие. И иностранцы, которые имели, эту возможность сами попробовать от казахов, они тоже об этом позитивно отзываются. В целом, о казахах люди, которые знают казахстанцев, они имеют уже положительное впечатление здесь, в Лондоне. За время проживания в Лондоне я нашел такие некоторые отличия между британцами и казахстанцами. Британцы любят small talk. Когда, допустим, они общаются с человеком, кажется, что он твой друг. Говоришь с ним на разные темы, погода, то, что король новый стал, или какие-то такие общие темы. И кажется, как будто ты этого человека уже достаточно хорошо знаешь и можешь в таких уже теплых отношениях. Но потом уже выясняется, что на самом деле нет, он просто из вежливости с тобой так поговорил, будь это в лифту, будь это, не знаю, в очереди где-то в магазине, Waitrose, Tesco. И на самом деле великобританцы, они к себе так близко не подпускают. Кажется на поверхности, что они доброжелательные, но это занимает очень много времени, чтобы они действительно посчитали вас каким-то уже близким человеком. А что я думаю насчет именно нас, казахстанцев? Я так не думаю, не только я один. То, что мы, может быть, внешне кажемся такими угрюмыми, суровыми,
Но когда уже с нами пообщаешься, то наоборот понимаешь, что это человек, с которым уже надежный, с ним уже можно стать как другом, да? Так что есть такая аналогия, то что, пытаюсь вспомнить, британцы, они как персик, получается, кажутся мягкими такими снаружи, но когда внутри, там твердая косточка, да? То есть к этой косточке очень сложно подобраться. А мы, получается, как арбузы, казахстанцы. Мы снаружи такие твердые, да, суровые, тяжело пробить, но как только ты чуть-чуть там уже мякоть, ты уже знаешь, что ты этого человека знаешь, и он уже с тобой в хороших отношениях. Такое вот я отличие нашел между британцами и казахстанцами. Лондон для меня это город возможностей. Сюда я приехал на свою первую full-time работу после университета. Лондон это большой город, где проживают представители множества разных культур. Этот город является центром притяжения многих талантов, будь это в сфере IT, финансов, аудит, кинематограф, искусство. Это является центром силы. Для человека, который в первый раз прибыл в Лондон, я бы посоветовал посмотреть парк Сент-Джеймс. Рядом с ним находится Букингемский дворец. Оттуда также и можно сразу пойти в центр города, посмотреть Трафальгарскую площадь, Биг Бен и другие достопримечательности в зоне 1. Также я посоветовал бы посмотреть Borough Market. Это как рынок, где есть множество разных кухонь. Вы можете попробовать и индийскую, мексиканскую, британскую, разные виды кухни. А третье место, которое бы я посоветовал посетить, это лондонские театры. Лондон популярен своими мюзиклами, будь это «Мамма Мия», «Король Лев», различные. Так что эти три места бы я порекомендовал. Три вещи, которые бы я взял из Лондона, это будут не вещи, это будут такие концепции больше, наверное, и такие абстрактные понятия. Вот когда я сюда приехал, я сходил на станцию Кингс-Кросс, на вокзал Кингс-Кросс, и я просто был поражен, то, что там постоянно находятся эти очереди людей в магазин Гарри Поттера, платформа 9,3. Честно говоря, я бы хотел, чтобы и в Казахстане у нас был такой роман, серия романов, да, известная на весь мир. И чтобы в Казахстан люди приезжали, чтобы посмотреть такие же достопримечательности, как люди приезжают на этот вокзал Кингс-Кросс в Лондон. Куда бы вы ни зашли в сувенирный магазин в Лондоне, обязательно найдется какая-то тематика, связанная с Гарри Поттером. Волшебные палочки, Волан-де-Морт, какие-то шарфики Гриффиндора. Хотелось бы, чтобы и какой-то такой элемент, да, был перенесен и у нас в Казахстан, чтобы у нас точно есть талантливые писатели. Хотелось бы, чтобы какой-то писатель из нашей страны, он прославил, да, Казахстан на весь мир, и чтобы люди тоже приезжали из-за романов, из-за фильмов и смотрели нашу страну. Вторая вещь, которую бы я хотел перенести к нам в Казахстан, я думаю, все-таки это публичный транспорт, потому что он очень развит здесь. Несмотря конечно, на эти страйки, протесты, да, я просто смотрю на то, что без системы метро этот город бы заглох, Лондон. И да, допустим, именно метро, эти красные двухэтажные автобусы, даже на Темзе курсируют эти регулярные ферри, называются, как катера, лодки. И поражаюсь тому, что местное правительство, местная мэрия, они действительно вкладывают ресурсы в публичный транспорт, потому что они понимают, что бизнес, что люди, они зависят, да, от того, что смогут ли они из пункта А в пункт Б без проблем добраться. И хотелось бы, чтобы у нас также это было развито и в наших мегаполисах, в наших городах. И третий пункт, да, третья вещь, которую бы я хотел перенести из Лондона в Казахстан. Я думаю, что почему многие приезжают сюда, в Лондон, это потому что здесь международные компании находятся, да? Находится огромное количество возможностей. Я бы хотел, чтобы и в Казахстане находились представительства крупнейших банков, крупнейших хедж-фондов, технологических компаний, и чтобы с чем ассоциируется у меня Лондон, это то, что это город возможностей. Я бы хотел, чтобы у меня такая же ассоциация была и про Астану с Алматой,
и про вообще нашу страну в целом, чтобы люди имели желание, другие иностранцы приезжать к нам, а не наоборот. Так что вот эти 3 момента я бы хотел перенести из Лондона в Казахстан. Для человека, который в первую очередь старается работать, да, хочет найти работу за рубежом, я бы посоветовал целиться в компании, которые готовы спонсировать вашу рабочую визу. Потому что, допустим, я смотрел на ребят, которые подавали везде, да, подавали, вообще не смотрели, будет там виза, не будет. Да, допустим, они получили приглашение, они прошли все интервью, но потом выясняется то, что приглашение было аннулировано, так как эта компания, она не имеет ресурсов, чтобы проспонсировать этого человека. Поэтому, чтобы вы не теряли времени, сразу смотрели на портале карьерном, да, заинтересованной вас компании, есть ли там опция спонсорства вашей рабочей визы. Так что я бы посоветовал, допустим, подавать в компании, будь это Big Tech, да, там Facebook, Amazon, большие банки, а также компании из списка Fortune 500, потому что они имеют ресурсы релоцировать вас и спонсировать вашу рабочую визу. Это немаловажный пункт. Также при поиске работы, да, за рубежом, конечно, обязательно иметь аккаунт на LinkedIn, указать, там есть куча разных фишек на LinkedIn. Допустим, указать, что open to work, это указать в своем профайле, или же, да, работать над своим LinkedIn, это вообще отдельная история. То, что надо указывать, использовать такие глаголы, которые показывают именно, допустим, создал или увеличил там прибыльность или увеличил конверсию клиентов через этот сайт. Потому что HR, человек, который ищет сотрудников в компанию, он должен видеть то, что вы человек, который принес какое-то изменение в свою предыдущую компанию. Человек, который действительно ценный и принес какой-то вклад. Так что, да, надо обязательно поработать над LinkedIn, и это то, что в первую очередь вас рекомендует, да, человек, который вас не знает. И третий совет при поиске работы за рубежом. Я думаю, что надо по-любому делать ресерч, исследования про страну, про место, куда вы собираетесь переехать. Важно иметь уже представление о том, где вы собираетесь находиться. Если, допустим, выясняется, что это страна, где скептически относятся к людям азиатской внешности, да, допустим, или это страна, где очень сложно пробиваться человеку извне. Например, у меня знакомые, которые заканчивали университеты в Южной Корее, они мне рассказывают, что там очень тяжело пробиться, потому что самим корейцам очень сложно, а если ты человек, который не имеет корейского паспорта, то ты должен в 2 раза больше еще пахать, конкурировать и очень долго будешь расти. Так что прежде чем даже рассматривать, да, эту страну, надо подумать, сколько, допустим, лет я потрачу в этой стране, да, чтобы достичь какого-то уровня, и сколько, допустим, лет я потрачу в стране, где куча иностранцев, экспатов, и я тоже буду с ними соперничать. Так что, да, необходимо еще понимать культуру этой страны. Вот эти бы советы бы я дал человеку, который ищет работу за рубежом. В Лондон я поступил уже после того, как получил приглашение от местной компании. Во время 4-го курса университета я проходил различные интервью, множество компаний в Великобритании. И швейцарский банк, который здесь расположен, в Лондоне, он меня и пригласил на работу сюда. Почему я не пробовал подаваться в Казахстане? Так потому что я хотел, чтобы моя первая работа была в международной компании. Учитывая то, что я заканчивал университет также за рубежом, я хотел бы продолжить и получение своего вот такого заграничного опыта, и уже затем в дальнейшем, как только у меня появятся вот эти навыки профессиональные, тоже круг общения профессиональный, тогда уже с какими-то идеями возвращаться в Казахстан. Когда я был студентом, я рассуждал то, что просто с дипломом ехать в Казахстан был бы не вариант. Я являюсь разработчиком в швейцарском банке, который расположен в районе Сити, здесь, в Лондоне. Он называется UBS. Я являюсь частью, получается, 2-годичной программы. На 4-м курсе своего университета я проходил интервью в различные компании, и вот банк UBS, чем он меня заинтересовал, так это то, что он предоставляет возможность
свежим выпускникам проходить у него двухгодичную такую программу, где я могу ротироваться в различных департаментах банка. Так, например, в 2023 году, когда я приехал, я присоединился в свою первую команду. Там мы занимались предоставлением альтернативных данных аналитикам банка или внешним клиентам, будь это другие банки или хедж-фонды. Альтернативные данные это означает, допустим, спутниковые данные о том, сколько кораблей находится в каком-то порту. Да, это тоже может повлиять на какие-то решения по инвестициям для аналитиков. Или же, например, наиболее популярные бренды на Амазоне. Вот такого вида альтернативные данные мы предоставляли нашим клиентам. Сейчас, допустим, я прохожу ротацию в команде, которая поддерживает наших трейдеров. Мы, получается, предоставляем инструменты, которые помогают им, трейдерам, оптимизировать риски и строить такие модели для риска. Если вкратце, то это то, чем я занимаюсь сейчас в банке UBS. Мой рабочий день начинается с того, что я приезжаю на Ливерпул-стрит стейшн, это станция метро здесь в Лондоне. Оттуда, получается, 2 минуты, и я захожу в свой офис, в офис банка. Поднимаюсь на свой этаж и сажусь за рабочий стол. Там, получается, в первую очередь я подключаюсь к компьютеру, смотрю, проверяю свою корпоративную почту на предмет, если есть какие-то запросы от моей команды, от менеджера. После этого, если нет никаких срочных запросов, тогда я уже приступаю к своему текущему проекту, к задачам. На это время уходит у меня до обеда. Уже к обеденному времени подключаюсь на созвон со всей командой. Что хорошо насчет Лондона, то что он находится в центре, да, между Америкой и Азией. У нас есть коллеги, которые работают в Нью-Йорке, есть которые в Индии и, конечно же, те, которые в Лондоне. Исходя из этого, у нас митинг, наш созвон происходит в обеденное время. Во время этого созвона, если есть какие-то новые задачи, я их себе записываю. После созвона я уже составляю план, что мне нужно сделать. И снова приступаю к выполнению задач. Да, также после обеда у меня обычно происходят какие-то встречи, будь это с моим менеджером или с другими ребятами, которые являются частью этой двухгодичной программы в банке. А затем уже, что хорошо, у нас в здании есть спортзал, и уже где-то к 4 часам я иду в спортзал. Тоже это помогает, это такая отдушина. И много кто в нашем банке идут в спортзал к этому времени. А после этого уже, да, если еще есть какие-то незавершенные задачи, я их заканчиваю и потом уже иду домой. Не забудьте подписаться на канал Хуан ТВ. Здесь вас всегда будут ждать истории наших экспатов. Они приехали сюда набраться опыта. Дорого ли жить за границей? Какой доход и какие расходы? Ждем ваши комментарии и не забудьте поставить лайк. Три трудности, с которыми сталкивается любой экспат. В первую очередь это поиск жилья. Мне повезло, потому что когда я прилетел сюда, у меня уже был друг, который работал в Лондоне, и я у него остановился на первое время, первые 10 дней. В это время, пока я еще погружался, в команду, был первый день, онбординг, параллельно я еще смотрел квартиры, жилье, которое в хорошей доступности до офиса. Да, это одна из основных таких проблем, то что Лондон, здесь очень много людей, и спрос на жилье тоже большой. То, что вы, допустим, нашли на сайте, на популярном сайте поиска жилья, это может уже буквально меньше, чем за час уйти. Если человек предложил больше цену, или он просто оказался рядом с этим жильем и уже посмотрел квартиру. Так что это была первая проблема. Другая проблема, я думаю, что это медицина. Это надо быть готовым к тому, что здесь нету нашей казахстанской медицины, допустим, нету знакомых каких-то врачей, да? Почему я говорю про знакомых врачей? У меня оба моих родителя, они врачи, и если что-то в Казахстане со мной происходит, да, какая-то болячка, заболевание, мои родители уже знают, к какому специалисту мне надо идти. В этом случае, когда я болел в Лондоне, мне надо было сначала обратиться к местному семейному врачу, и только потом он мог уже как-то мне подсказать,
вообще, надо ли мне идти к какому-то узкому специалисту. И здесь еще проблема с этими лекарствами. То, что вам просто так лекарства не дадут, обязательно должно быть направление. Так что, да, с медициной здесь еще в чем проблема, то что бесплатная медицина, она называется NHS, там огромные очереди. Если у вас есть частная страховка, конечно, это плюс, но не у всех людей она есть. И с этой бесплатной медициной будьте готовы, что вам придется стоять там в нескольких месяцах, да, очередях, чтобы просто попасть к какому-то терапевту или там специалисту. И третья проблема, с которой сталкиваются экспаты, я думаю, что когда вы меняете среду, это получается, вы начинаете с чистого листа, и вам надо быть готовым, да, снова создавать круг общения, знакомиться с людьми. Тут уже нету тех близких людей, того большинства, да, круга, который был в Казахстане или где бы вы жили до этого. Мне повезло, что мой близкий друг, он уже жил здесь, но большинство других моих, да, знакомых, моя родня, они все остались в Казахстане. Поэтому мне надо было с нуля создавать свой комьюнити, сообщество людей, к которым я могу обращаться, когда мне нужна была какая-то поддержка, которые могут тоже на меня полагаться. Я думаю, это 3 основные момента, которые являются такими сложными, да, при переезде в новую страну. Что бы я посоветовал начинающему программисту, да, или человеку, который только учится на компьютерной науке, информационной технологии? В первую очередь это стараться сразу уже получать, как только есть возможность, вот индустриальный опыт. Если ты являешься студентом, да, в университете или только вот старшеклассником, старайся получить уже какую-то стажировку, потому что это то, что ценится на интервью. Там ты как раз и получаешь во время вот стажировки, практики все эти необходимые навыки. То, что обучают в университете, это, конечно, зависит от университета, но по большей части это теория. Также, что бы я посоветовал, это знакомиться с людьми, да, не вариться только в собственном соку, потому что, допустим, чтобы устроиться вот в большие компании, да, надо понимать то, что 1000 человек туда подает. И что может тебе помочь, это если ты, допустим, подаешь через referral программу. Допустим, человек, который в этой компании работает, он может тебя зарекомендовать, и таким образом у тебя хотя бы появится шанс на интервью. А эти интервью пройдешь или нет, это уже от тебя полностью зависит. Главное, это уже зацепиться. И третий совет, который бы я дал начинающему программисту, не останавливаться на своем развитии, саморазвитии. Особенно это актуально в наше время с появлением искусственного интеллекта. То, что вот эти технологии говорят то, что искусственный интеллект может заменить, да, айтишников, может заменить работу белых воротничков. Я вот общался со своими коллегами, которые постарше, которые по 20 лет работают в индустрии, ходил на конференции, которые тоже по этой теме. Люди думают то, что искусственный интеллект он может автоматизировать, но все равно нужно понимать, как этот искусственный интеллект работает. Да? Нужны будут люди, которые могут, допустим, починить или настроить, да, какую-то модель для компании или для клиентов этой компании. Так что все равно будет спрос, и я это говорю к тому, что не останавливайся на своем развитии. Продолжай также находить какие-то возможности и повышать свои квалификации. Начинающему программисту я бы посоветовал начать изучение с Python. Python сейчас, вот дата-аналитика, искусственный интеллект, все это вы можете изучить, если вы знаете Python и его синтакс. Также почему я советую начать именно с Python. Я просто помню вот свой университет, первый курс, там как раз мы начали изучать именно вот этот язык программирования. Многие вот специалисты начинают именно с Python и советуют, потому что от него уже можно дальше осваивать типизированные языки программирования, будь это C++ или Java. Python, он также чем-то похож на человеческий язык. Конечно, там надо прописывать логику, надо понимать, что работает под капотом, да, но для человека, который не имеет никакого опыта, допустим, да, в IT, я бы посоветовал начать именно с Python, потому что оттуда уже можно плавно идти на более такие продвинутые языки, как, например, C++ или Java. Если, допустим, вы интересуетесь финансовой индустрией, потому что многие банки, они используют именно язык Java. C++ он популярен чем? Своей скоростью, да, то, что
memory allocation, вы можете иметь власть над тем, как именно аллоцировать память, да? Также, что бы я посоветовал, это изучение, вот, как общаться с базами данных. Для этого вот необходимо знать SQL, SQL. Да, вот эти языки программирования я бы посоветовал. А если вас интересует именно веб-разработка, там, конечно, уже надо понимать верстку, да, начинать с основ, HTML, CSS, JavaScript. Веб-разработка, она сейчас никуда не денется. Конечно, говорят, что искусственный интеллект это все может автоматизировать, но нужны будут люди, которые все равно могут, допустим, исправлять какие-то ошибки, какие-то погрешности этого искусственного интеллекта. А без основ вы не сможете ничего этого сделать. Три вещи, которые бы я хотел перенести из Казахстана уже в Великобританию, в Лондон. Вот одна из вещей, которую я уже постоянно переношу, это казы, да, корт, казахстанский шоколад, это я уже постоянно вожу, как езжу в Казахстан. А другая вещь, это больше как понятие, хотелось бы перенести именно вот гостеприимство наших людей, то, что вот эти наши пышные дастарханы, теплые взаимоотношения. Здесь все равно, когда ты идешь, допустим, кому-то в гости, да, конечно, можно понять то, что здесь все дорого, и там накрыть такой пышный дастархан, как в Казахстане, конечно, это уже другое дело, другой вопрос. Но все равно то, что для нас родное, это вот как правильно встретить человека, да, и вот с такой теплотой и гостеприимством я бы хотел, чтобы и в Великобритании это тоже было. Ну ладно, это часть нашего народа, и рад, что я казахстанец. А третье, что бы я хотел перенести из Казахстана в Великобританию, это снег. Потому что, когда я здесь был зимой, просто дождь, серая вот эта пасмурная погода, но вот когда зимой ходишь, хотелось бы, чтобы был какой-то снег. Не обязательно сугробы, да, и не обязательно морозы, но чтобы была вот эта атмосфера Нового года. Ну, вот эти три момента я бы хотел, чтобы были и в Лондоне. Если бы у меня были полномочия, то в первую очередь я бы старался бы создавать инициативы на поддержание наших соотечественников, проживающих и работающих за рубежом. Важно, чтобы Казахстан, да, чтобы наша страна не теряла связь с вот этими ребятами, которые нашли возможности где-то вдали от родины. И надо создавать условия, чтобы они затем имели желание вернуться в Казахстан и создавать компании ничем не хуже, чем Google, там вот эти известные крупные банки на весь мир. Так что вот этот момент я бы старался сделать, чтобы были инициативы для наших соотечественников. Также, чтобы, как это можно было бы сделать, это чтобы чувствовалась вот эта поддержка, да, чтобы сейчас, что я вижу, живя в Лондоне, что казахи, которые хотят, они создают какие-то телеграм-каналы, сообщества, да, или группы в Фейсбуке, друг за друга сами тянутся. Было бы намного, конечно, приятнее и лучше, если бы тоже какие-то были организованы вечера для казахстанцев или для людей из Центральной Азии. Были бы какие-то центры поддержки людей, которые только прибыли, да, допустим, в Лондон из Казахстана. Это бы намного упростило бы процесс адаптации, акклиматизации для наших соотечественников. И также, если бы у меня была возможность, да, что-то изменить в нашей стране, так это я бы добавил бы вот, больше фокус на профориентацию в старших школах, потому что у нас очень много выпускников, да, университетов, которые не работают по специальности. Конечно, это может быть, они шли там в надежде, что найдут что-то, да, связанное. Я бы сделал фокус на то, чтобы люди смогли находить то, что им нравится, и то, что есть, имеет спрос на рынке. Это, конечно, в школах этому не обучают, но я бы старался, чтобы из школ и университетов выходили люди, которые действительно ценны и которые знают, что их годы не прошли зря и что они не будут заново как-то что-то другое осваивать. Конечно, важно постоянно быть в саморазвитии,
но не хочется иметь ощущение того, что твой диплом никуда не нужен. Так что, да, я бы делал фокус еще на профориентационные работы, будь у меня такая возможность. Я родился в городе Семей, Восточно-Казахстанская область. Мои родители, они оба врачи. Я, получается, родился в семье, где у нас вот династия врачей. И было бы логично, чтобы я продолжил, да, тоже вот по стопам родителей идти там, в медицинский университет. Но родители меня сами отговорили, говорили то, что и так столько врачей, давай ты попробуй что-то другое. И да, вот пообщавшись со своими братьями, они у меня оба по образованию экономисты, финансисты, они мне и сказали то, что попробуй то, где у тебя будут какие-то прикладные навыки. Экономика и финансы ты можешь научиться на работе, они мне сказали. Я к своим братьям тогда и сейчас очень прислушиваюсь. Для меня они вот большие авторитеты в моей жизни. И вот тогда я, поговорив со своими братьями, с ребятами постарше, которые уже в университете, да, были, пришел к выводу, то, что остановлюсь на именно IT в плане перспектив и то, что сразу виден свой результат. Допустим, пишешь программу, и ты получаешь фидбэк, да, обратную связь сразу же от пользователя, и ты можешь сразу улучшаться. А в сфере, допустим, в других сферах уже нет такой привилегии, да, сразу получать и улучшать на месте. Так что это как одна из причин, почему я выбрал эту сферу. Да, закончил я школу в Астане, международный бакалавриат, Назарбаевская интеллектуальная школа. И после этого я учился в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби. 4 года там учился по специальности компьютерной науки. И затем уже вот на 4-м курсе я подавал в компании, проходил интервью, и вот UBS принял меня на работу в Лондоне. Почему я решил покинуть Эмираты, да, после окончания университета? Тогда я хотел попробовать новую страну. Это вот одна из причин. Другая – это то, что в Эмиратах на самом деле не так много разных международных IT-компаний. Есть, конечно, вот их можно пересчитать, да, там по пальцам руки, такие крупные компании. Допустим, там аналог Амазона есть, Noon, или какие-то быстрорастущие стартапы. Но все равно я думал, то, что Лондон – это вот место, где очень много для меня различных вакансий могло бы быть. И поэтому я туда делал большой фокус. Почему, допустим, не США, так как это рабочая виза. Она является там, даже если у вас имеется контракт на руках, это вы подаете как на лотерею. Поэтому я решил вот максимизировать все свои шансы и сфокусироваться именно на подачу в Великобританию, в Лондон. Абу-Даби, Дубай это, конечно, тоже перспективное направление, это быстро растущий рынок, да, Ближний Восток в целом. Может, туда тоже когда-нибудь вернусь, да, пожить, поработать. Но сейчас я вижу, что хорошие возможности в Лондоне тоже имеются и открываются. В детстве я мечтал стать таким же, как папа мой, профессором в медицине. Тоже, это была моя такая детская мечта. Я думал, что буду ходить в белом халате, общаться с пациентами, да, преподавать студентам в медуниверситете. Это была одна такая детская мечта. Одно время, я помню, хотел стать комиком. Я даже хотел, я помню, смотрел передачу вот, «Вечерний Ургант». Мне вот очень нравилось то, что у него была такая возможность приглашать каких-то знаменитостей, да, общаться с ними и при этом задавать еще вопросы. Думал, человек просто получает удовольствие от жизни. Но это я думал, когда мне было, наверное, не знаю, лет 12-13. А после этого уже, да, серьезно думал о том, что уйти как-то в международные отношения, дипломат. Мне нравилась история мира, вот, экономика, такие гуманитарные науки. Но потом уже понял то, что для этих специальностей, да, пообщавшись со своими братьями, со своими родителями, я понял то, что все-таки в сфере IT у меня намного больше именно возможностей, и поэтому я остановился на этой профессии. Счастье для меня – это когда я удовлетворен своей работой, когда я вижу результат, да, своих усилий. Счастье для меня – это когда я знаю, что родные, близкие мне люди, они тоже являются счастливыми,
то, что в первую очередь они здоровы, в благополучии, так как если с ними что-то не так, мое счастье тогда тоже от этого пошатнется. Счастье для меня — это когда я вижу, что то, чем я занимаюсь, приносит какую-то пользу. Да, это такое расплывчатое немножко понятие. Счастье для каждого это по-своему человек определяет. Ну, для меня главное это то, что я вижу результаты и я вижу пользу от проделанной мной работы. И я вижу то, что общество, в котором я нахожусь, где я вырос, оно тоже получает от меня что-то взамен. Я благодарен за все возможности, которые у меня сейчас имеются, и думаю, что у меня нету поводов для сожалений. Все те моменты, которые, может быть, были какие-то неудачные, провальные, да, в моей жизни, они мне научили, они преподали мне какие-то уроки. Так что без всех этих моментов, неудач, я бы сейчас не сидел перед вами и не рассказывал, не делился бы этим опытом. Так что думаю, что у меня нет никаких сожалений. Есть 3 совета, которые бы я хотел дать 16-летним ребятам, старшеклассникам. В первую очередь это смотрите на свое окружение. Мне повезло то, что я вот учился в Назарбаевской школе, и там меня окружали ребята, которые тоже стремились там поступить в лучшие университеты, старались, у них были какие-то высокие цели. Я тоже старался быть рядом с ними, и это меня мотивировало. Так что от окружения много что зависит. Второе, что я посоветовал, это быть как губка, впитывать постоянно. Это относится даже не только вот к старшеклассникам, это относится и во время университета. И вот сейчас на работе я стараюсь приходить на работу вот, с открытой головой. То есть не думать, что я самый умный человек в комнате, а понимать то, что я пришел сюда обучаться у коллег, которые намного опытнее меня. И вот с таким подходом как раз и намного больше получается чего-то добиваться. И третье, что бы я посоветовал, это сохранять веру в себя. Слушает меня, допустим, вот Алем, который лет 10 назад, я бы ему просто сказал, все, что ты делаешь сейчас, это потом окупится в будущем. Продолжай также прикладывать усилия и, самое главное, сохраняй вот этот стержень и веру в себя. Все остальное со временем, вот с твоим здоровьем и удачей все получится. Так что все будет хорошо. Я бы хотел передать зрителям большое спасибо, что уделили внимание, да, послушать вот мой опыт поступления на работу за рубежом. Надеюсь, что это было полезно для вас. Хотел бы поблагодарить в первую очередь своих родителей, потому что они старались для меня, для моих братьев создавать все условия, чтобы мы могли только фокусироваться на учебе и фокусироваться на нашем развитии. Так что я перед ними в неоплатном долгу. И я также благодарен за все те возможности, которые мне жизнь предоставила, за всех тех людей, с которыми мне довелось познакомиться, мои друзья, однокурсники, текущие ребята, с которыми я общаюсь в Лондоне. Каждый из них, я от них чему-то научился, чему-то почерпнул и старался тоже взамен давать. Так что я благодарен за все те возможности, которые у меня есть сейчас в жизни.